По всей России наблюдается рост закупочных цен на мед, причем на 30-50% только за последние полгода. Сырье дорожает быстрее, чем реагируют федеральные сети. Причиной считается засуха в одних регионах и избыточная влажность в других. При этом объемы внутреннего производства в России сокращаются. В 2024 году производство меда составило примерно 64 тысячи тонн, что на несколько процентов ниже показателей предыдущих лет. А численность пчелосемей уменьшилась примерно на 5% за последние 2-3 года. По данным статистики Еврокомиссии, Россия стабильно входит примерно в десятку крупнейших производителей меда в мире. Доля страны в глобальном объеме составляет около 4% от мирового производства. Спрос на качественный мед растет с каждым годом, отмечают производители, и подчеркивают уязвимость отрасли к климатическим условиям. О производстве меда в Ингушетии актуальное интервью. Приветствую вас, уважаемые телезрители. Это актуальное интервью. И сегодня в нашей программе принимает участие Бузуртанов Ломали Ахмедович, председатель Ассоциации пчеловодов Ингушетии. В гостях у нас также сегодня Керигов Адам Алиханович, заместитель председателя Ассоциации пчеловодов, и также заместитель Ажигов Рашид Хамзатович. Рада вас приветствовать в нашей студии. Тема у нас сегодня важная, интересная для многих наших телезрителей, потому как мед – это любимое лакомство для большинства людей, учитывая, что это и вкусно, и полезно для организма и так далее. Но вот будем обсуждать такие немного сложные темы, потому как сейчас говорят о том, что происходит гибель пчел, к сожалению, уменьшилось производство меда, есть такие вот, печальные, грустные звоночки. Коснулось ли это нашего региона, наших пчеловодов? С чем вы сталкиваетесь сегодня? Что из себя представляет профессия пчеловода на сегодняшний день в современных реалиях? Ломали Ахмедович, вот сейчас погода довольно-таки переменчивая, даже говорят, что немного странная, вот начала походить на характеры людей, как многие шутят. То очень жарко, то очень холодно, и происходит очень быстрая смена вот этого погодного состояния. Как это сказывается сегодня на вашей работе? Ну, в пчеловодстве эта погода считается очень плачевной, потому что и развитие, и болезни, опасность возникновения болезней всяких пчел за счет перепада температуры, за счет сырости возникают некоторые болезни. Развитие очень бывает слабое, потому что постоянно сыро, мокро. Пчела мало вылетает. Если даже вылетает, там бывает, пчела должна вылетать за водой для того, чтобы кормить расплод. Она там остужается, умирает, и вот потери постоянно. То есть из-за этого получается слабое развитие. Плюс еще болезни возникают. Помимо всего этого, у нас прошлый год, эта зимовка и прошлый год был очень тяжелый, и те пчелы, которые из зимы вышли, они были слабые. То, что вышли. А в процентном соотношении 78% было падежей семей. Это то есть потери очень большая. Вся проблема в том, что последние 10, можно сказать, лет к нам завозились вылез пакеты из всех соседних регионов, особенности из стран Средней Азии. С Узбекистана, Таджикистана, с Казахстана, с Киргизии. И у них, соответственно, по каким-то причинам, не знаю, какое у него там пчеловодство, завозили болезни, всякие вирусы, болезни. И есть еще такой клещ, тропиолепсис, который у нас не было раньше. Он очень сильно сажает семью в силе. То есть семья идет на износ, она его истребляет фактически, уничтожает. Именно этот клещ, он просто-напросто, скажем так, другие препараты, на него не действует только одна муравьинка. Многие это не зная, работая с этими пчелами, обрабатывая всякими химиями, этот клещ не убивают, но тот клещ свое дело делает. И, соответственно, семьи теряются. Положение было плачевное, как осенью, так и зимой. И весной тоже. Весна была не самая теплая. На 7 век я такую холодную, мокрую весну не помню. И поэтому, соответственно, развитие тормознулось. И нам еще, помимо всей этой проблемы, еще нас в кое-каких местах потравили. То есть травка пчел была. Все это в комплексе очень плохо отразилось на весеннее развитие и медосборы.
Да, вот с 2021 года, по имеющейся у нас информации, в России действует федеральный закон о пчеловодстве. Согласно этому закону фермеры обязаны предупреждать пасечников об обработке полей за 3 дня через СМИ в том числе. Происходит ли это оповещение? Вот что вы можете сказать? Какую оценку дать? Где все-таки забыли предупредить? И какие последствия из этого вышли? Ну, в данном случае я сам тоже стал ответственной жертвой потравы, хотя очень аккуратно пытаюсь подойти к любому сельскохозяйственной культуре, но удар ждешь оттуда, откуда не ждал. Сейчас непосредственно называть организации не буду, я им еще прямо не сказал, они будут отвиливать во все, они не будут все это, ну, короче, они не признаются в этом, я это знаю точно. Вот. Но факт в том, что потравы были, потравы особенно очень трудно дается вот момент, когда цветется рапс. Он ранневесенний, озимая культура, которая обрабатывается аграриями, химикатами, особенно в период цветения начинают обрабатывать, потому что в период цветения там появляются всякие цветоедки, там, жуки, насекомые, и они пытаются их сбить. И они их сажают не по регламенту, то есть по закону, по-моему, если не ошибаюсь, на расстоянии 7 километров от населенного пункта, если сажаешь рапс, нельзя обрабатывать первым, вторым классом химикатов. Только третий класс. Третий класс, он менее опасен для пчел и человека. Буквально недавно, недели 2 назад, у нас был такой момент, что аграрий, который посадил рапс на расстоянии 500 метров от населенного пункта, решил обработать свой рапс первым классом опасности ядохимикатами. Он оповестил непосредственно, я получил информацию непосредственно за день того, как он собирался сделать. То есть вечером я получил информацию, утром он собирается, мы с ним созвонились, попросили его еще на 1 сутки, потому что многие не знают, как могли оповестили, то есть через свои социальные сети. Но есть такие пчеловоды, домашние пчеловоды, которые не в группах не сидят, они мало контактируют, они там по 3, по 10 семей дома стоят это в огороде. Их оповестить не получается за 1 день, их надо еще найти. Я попросил, конечно, пчеловодов, цыганской почтой поработать, но не все знают, кто чем занимается. Даже бывает, да, что ты удивляешься, что у человека это в огороде стоят, действительно, пчелы знакомого человека. Но не все так просто, Да. потому что закон обязывает заранее известить. Минимум Где? 3 дня, Ну, да. допустим, в газете. Есть какая-то газета в какой-то глуши, ее никто не читает. Они для формальности что-то там могут написать. Но откуда мы узнаем, что в какой-то газете есть такая информация? Это первое. Второе, если идет такая потрава, доказать, что потрава пошла именно оттуда. Это одна задача. Вторая задача, еще бывает, пчелы далеко летают. Они могут и там отравиться, и в другой стороне. Ты не поймешь, где это именно происходит. Третье, еще пчеловоды не все такие мобильные. Даже если они узнают, что где-то идет потрава и надо срочно вывозить своих пчел, они физически, не все физически это успеют сделать, потому что не у всех есть прицепы, не у всех оборудовано все. Кто-то на выезде бывает, ну, по своим причинам, по лечению, по семейным обстоятельствам. И оперативно сразу вывести пчел с опасной зоны не всегда получается. В 90% случаев, и не только в Ингушетии, аграрии, им за это ничего не бывает. Это проблема не только нашего региона, это проблема всей России как минимум. Так что с этим надо бороться уже комплексно. Это надо разные органы подключать. Многие аграрии, которые вот сельскохозяйственники, они не знают, что пчел закрывать во время обработки нельзя. В течение пару часов, солнечный день, закрытые пчелы, это все мертвая семья. Она задушится там. Ее надо обязательно вывозить, тем более сильная семья. Заранее, если предупреждают, человек сможет найти технику, организоваться, что-то сделать. Как-то цыганская почта успеет дойти до определенных неизвестных людей. Эта вся работа быстро организуется, то есть получится. По закону, насколько я знаю, есть закон, там говорится о 10 дней
оповещение, то есть 10 дней. Если экстренно, там 5 дней, а 3 дня это минимум, который они должны привести. А у нас так не получается. У нас один, мы узнаем тогда, когда он завтра утром собирается, вечером узнаем, что он завтра утром собирается обработать. Да. Такая ситуация весной была с соседним регионом в Асиновке. Тоже хотели обработать, еле-еле попросили. Многие пчеловоды не успели выйти весной, ранней весной. На одни сутки подождать. И пришлось вытащить пчел. Вот. А пчелы гибнут. И так у нас проблема тяжелая, а еще и химикаты. Нам будет очень плохо сказаться на пчеловодстве республики. Да и мед, который они соберут, да, вот в таких обстоятельствах, он далеко не целебный. Не, его надо сразу утил. Он на утил должен идти, потому что семья, которая умерла от потравы, этот мед продавать нельзя. Там по-любому содержится большое количество гербицидов и пестицидов, химикатов. То есть у человека, который съел этот мед, может вызвать аллергии, какие-то там другие побочные. Да это продавать чего, нельзя. да. Это все. А многие думают, что у них аллергия на мед. А фактически у них реакция на препараты. Конечно. Но есть еще и такое, что многие покупают мед в каких-то целебных целях, учитывая, да, то, что довольно известный продукт, но это ужасная ситуация. Хочу еще подметить одну Да, вот вы в Минсельхоз обращались с этим? Нет? Мы сейчас письмо подготовили по этому поводу, чтобы согласованно с ними работу вести по этому направлению. У нас есть готовое письмо, мы сейчас должны подать его. Мы это устном форме заявление давали, но мы сейчас подготовили полностью в письменном Минсельхоз, Россельхознадзор, Роспотребнадзор и пытаемся еще правительство, чтобы это все оттуда контролировалось, как-то это регулировалось, чтобы проблем с этими не было, чтобы наказывали тех, кто не соблюдает эти меры, которые есть. Я еще хочу подметить на качество, на счет того, что этого меда. У нас очень много потребителей покупает привозной мед, очень много. В привозном меде неизвестно, есть ли эти химии потравы. Многие пасечники, недобросовестный, скажем, пчеловод, он возьмет, продаст мед, потому что у него пчелы умерли, а ему ущерб восстанавливать и возмещать не будет. Он пытается как-то возместить ущерб, но он уже не думает о том, что кому-то будет это плохо, он продает его за определенную копейку. Этот мед перепродается определенными людьми, и он доходит до тех, кто сюда приходит. И он говорит, это чистый мед с пасеки. Люди кушают этот мед, и, соответственно, у них бывают очень большие проблемы с здоровьем. Поэтому я очень бы попросил наших потребителей выбирать мед по качеству, покупать мед у того пчеловода, которого они знают и доверяют. Не где-нибудь на улице, а вот именно в каждом селе у нас есть по несколько десятков пчеловодов. В каждом селе. Столько пчеловодов, сколько в Республике Ингушетия, нету нигде. Еще очень важный момент. У нас заложено искать, где дешевле. Хороший мед дешевым не бывает. Если мы видим дешевый мед, это первый сигнал к тому, что, скорее всего, этот мед низкого качества или, это хорошо, если просто низкого качества, но, скорее всего, он, как сказал Ломали, в нем есть какая-то отрава, какие-то химикаты. Потому что привозной мед, как правило, он дешевый, его покупают, исходя из цены, ищут по всей России, где дешевле, а, соответственно, и качество. Поэтому хороший мед дешевым не бывает. Соглашусь с вами. Тот мед, который, вот как он заметил, дешевый, вот очень важная подметка, который мед продается здесь по определенной цене, он не проходит лаборатории нигде. Соответственно, ее надо продавать по низкой цене. То есть первый производитель, он продает по максимально низкой цене, покупает тот продавец, который, скажем так, перепродает. И он, соответственно, получая определенную свою маржу, продает ее в том регионе, где мед ценится. А у нас мед ценится, у нас покупают, у нас очень хорошее потребление меда в республике. Если посмотреть по другим регионам, у нас очень хорошее потребление меда. Но наши покупатели очень часто делают ошибку, которая может им в дальнейшем сказаться на их здоровье. Вообще есть два вида меда, два вида пчеловодов. Кто работает на объем, они делают много меда и продают его оптом. Цена такого меда около 120 рублей за килограмм. 120 – это очень мало. Это в Центральной России?
Да, это в Центральной России, где сельское хозяйство хорошо развито, там крестоцветные растения, подсолнух, рапс, это все. Там можно добывать мед тоннами. И трудиться не надо, База рисковать не хорошая, надо, да? переезжать не надо. А есть второй тип. Это люди, которые добывают хороший мед. То есть там нет... С дикоросов. А? С дикоросов. Да, это дикоросы. То есть разнотравие, это липа элитная. Такой мед, его много не бывает. И пчеловод выбирает себе. Либо он делает много, но низкого качества, либо он делает хороший мед, но там цена соответственная. И недобросовестные, не скажу пчеловоды, наверное, это коммерсанты больше. Да, Они, правильное слово было. да, они под видом хорошего меда, по цене заниженной якобы, продают дешевый мед по завышенной цене. То есть мед, который стоит, грубо говоря, за 3-литровую банку, а у нас мерится в Ингушетии не килограммами, не литрами, а именно банками. Если себестоимость такого меда составляет 350-400 рублей, а это нормальная цена для этого меда, они его преподносят, как будто бы он стоит 5000 рублей. Завлекающим да. названием, Да. подснежниковый, да? Да, подснежниковый. Такое тоже бывает. Да, самый горный ингушский мед, чистый мед, вот такими нехитрыми. А вот у нас сейчас больше все-таки добросовестных пчеловодов или коммерсантов? Добросовестных больше. Вот мне почему-то тоже так кажется. 90% пчеловодов у нас очень добросовестные. Очень добросовестные и пытаются каждый чистый мед сделать. Потому что, мне кажется, и условия у нас довольно сложные. Базы не так много, как хотелось бы, насколько Да. я знаю. Вот мы с вами уже общались на эту тему. Да и труд это очень благородный и тяжелый, надо отдать должное. Не каждый с этим свяжется, конечно. У нас есть маленький процент таких нехороших пчеловодов, Ага. про которых уже слагают целые анекдоты. Про них все уже слышали по 1000 раз. Просто имена разные, но анекдоты одни и те же. Что мой мед самый лучший, они вот рассказывают, но их очень мало. До того много про них рассказывают, и возникает из-за этого такое ощущение, что таких пчеловодов много. А на самом деле в нашей республике преобладающее большинство, даже, наверное, 90, может 9% пчеловодов, это чистые, добросовестные, порядочные, Все друг друга знают. богобоязненные пчеловоды. Они никогда никого не обманут. Если они узнают, что в их меде что-то не так, они не станут его продавать ни за какие деньги. Так что у нас с этим все нормально. Но есть вот эта вот маленькая ложка дегтя в этой бочке нашего хорошего меда. Ну, не без этого, не без этого. Да. Хорошо, что не наоборот, да? Да. Вот масса у нас. Рашид Хамзатович, мне бы хотелось, чтобы вы дополнили. Вот вы столкнулись с какими-то проблемами вот в последние сезоны. Что вы можете сказать? Последние сезоны про погоду. Да, очень сложная погода у нас в республике. Не И за только для пределами, пчел, для людей тоже и за сложно. пределами, особенно для пасечников, для пчеловодов. У меня пасека мобильная. Я постоянно на колесах развожу. Это большой труд. Выезжаешь на место, осматриваешь соцветия, цветы, какие, что. Если есть рядом поля, находишь хозяев полей, спрашиваешь, чем они обрабатывали, какие лекарства, когда обрабатывали. Только потом уже становишься... Почему? Потому что пчела летит далеко за нектаром. Нам может охватить большой радиус, расстояние до 7, 8, 10 километров. Так что, учитывая из этого, кататься приходится очень много. Сталкивался, вот засуха последние годы, Да. очень сильная засуха. И все люди тянутся поближе к горам, где прохладнее, где больше соцветия. Вот такие проблемы. Ну, сложно. Ну, да, если касательно погоды, это всегда так было. Что вот сильные перепады температур, там, слишком много солнечных дней. Бывает у нас засуха, длится месяцами. А мы, пчеловоды, обязательно контролируем. Мы смотрим, потому что наш взяток зависит именно от погоды. Иногда слишком много солнца – это тоже плохо. Иногда слишком много солнца – это хорошо. То есть мы контролируем эту погоду. Но самое главное, мы приспособились к нашей погоде, к этим перепадам. И, как Рашид сказал, у нас есть уже мобильные пасеки. Если здесь что-то плохо,
мы знаем в другом месте, если переехать, за ночь мы можем переехать 150-200 километров и оказаться на следующее утро уже совершенно в другом месте. Так что приспосабливаемся. Довольно романтично вы описываете. Знаете почему? Потому что вы сказали, что мед – это лакомство. Но мед – это не только лакомство. В первую очередь, это романтика. Это вот вечерами пчеловоды собираются у костра. Чай на костре, это мясо вот на шампуре, это уже... Свежий мед. Да, хрустящий, свежий мед. Сотов. Разговоры о великом. Смотрим на звезды. О, вот это вот созвездие, там большой Ну и медведь. свои проблемы, конечно, там же решаем. Раз вы так описываете эту профессию, желающих стать пчеловодами будет гораздо больше. Вы нет-нет и о проблемах напоминаете. Да? Да. Нет никаких проблем. Пчеловодство – это не только хобби, это не только романтика, это хороший источник дохода. Хороший пчеловод вот, может попиваючи жить. У него будет много денег, у него будет много еды, хорошая машина. Богатым он будет. Машалла. Приходите к нам в пчеловодство. Вы привлекли, вот видите, как за маркетинг Адам, хороший. Твои маркетинги, ты себя всех пчеловодом сделаешь. Я прицепы продаю для пчеловодов. Поэтому- Мне надо больше пчеловодов. Ну вот в чем дело, вы поняли. На самом деле, в последнее время пчеловодство очень трудно дается. Да, некоторые думают, там, когда пчеловод что-то появляется, там, он на меде что-то сделал, там, это Пчела нажился. семьи Нет. поставил, и все, да, мед ему принесли. Так, краник открыл, мед Да, тебе да, идет, да. и Да, всем да. Всё родственникам легко и просто. раздаешь Пчеловодство бесплатно. это очень большой труд, Да, да. это большой риск. Пчела считается одним из самых доходных, но и самых рисковых занятий. Если взять в последнее время вот эти погоды, потравы, которые у нас идут, болезни, пчеловодство стало очень трудным. Это в 80-х годах, когда не было клеща, болезни не было этих сельских хозяйственных потрав. Да, тогда оно было очень выгодно и интересно. А сейчас очень поменялось, очень сильно поменялось. И самое главное, пчеловодство, оно в последнее время только начали законы приниматься. До этого времени они были оставлены на самовыживание. Сейчас какое-то внимание уделяется, потому что если пчел не будет основной культуры, которую мы едим, не будет той продукции, которую мы едим. Яблоки не будет, груши не будет, основных фруктов, овощей не будет, многие, которые не опыляют, цветов не будет полезных. В чем же суть этого меда пользы? Он собирает нектар всяких этих цветов, которые имеют очень большую пользу. Да, соцветия, да. Там же с этим же медом, нектаром в меде бывает и пыльца, которая на глаз человеком не видна, но видно через этот микроскоп. И у каждого цветок есть, у него есть свой вид пыльцы по форме. И они, вот эти именно, это называется мелисополинология, по распознаванию этих Пыльцевых зерен. пыльцевых зернах, да. Когда смотришь через этот микроскоп, ты видишь на определенном этим листке, сколько количества какого пыльца указывается, сколько процентов такого-то меда. Вот таким образом выявляется, сколько там такого-то меда, сколько там такого-то меда за счет пыльцевых зерен. И вот, а пыльца, она есть витамин, есть противовоспалительные, противоаллергические даже там есть. Там, короче, все эти компоненты, которые нужны человеку для улучшения иммунной системы, нервной системы. Возьмем элементарно даже та же самая маточное молочко, которое добавляется в пчеловодстве. Единственная вещь, везде во всем мире доказана, даже в Японии они утверждают, что маточное молочко единственная вещь, которая восстанавливает нервные клетки. Омолаживает, восстанавливает нервные клетки. По многим направлениям она является рекордсменом по восстановлению, и как иммунитета, так и других направлений. Эта продукция, вот, все, что добавляется в пчеловодстве, она все полезно, вреда нету. Как указано в Коране, в суре Аль-Нахль, пчелы – это польза, и каждый разумеющий человек, если будет наблюдать за их жизнью и их бытом, возьмет для себя очень много полезного. Поэтому мы должны это смотреть, стараться беречь наших маленьких тружеников пчел, не травить их. Вот примерно то, что вот возьмем элементарно вот Назрани, которые сейчас рапс обработали. Я знаю 3 человек, которые полностью семьи полегли. Все, это семьи, там меда не возьмешь. Вот такие моменты надо очень
ну, очень трепетно подходить к этим вещам. Очень надо быть, как говорится, не со свой карман, а как о своем кармане или о своей жизни, думать о чужой жизни. И стараться заранее, заблаговременно. Он же знает это ограде, когда ему придется обрабатывать. Он же видит там появление первого жука. Он должен, когда увидел первого жука, сказать, оповестить, что через неделю или полтора ему придется, скорее всего, сделать. Да, в тех же социальных сетях, если мы их будем использовать для блага, это можно сделать, потому как информация очень быстро расходится. Как вы отметили, ответственность нести за свои и за чужие жизни. Вот это очень важный момент был, который вы отметили. Вы ранее сказали о том, что да, в Священном Коране целая сура, посвященная пчелам. Будучи верующим человеком, я так предполагаю, что в своей работе вы чувствуете эту какую-то сакральную связь и ценность своей работы. Там в быту или в жизни пчелиной семьи очень большой порядок. Там каждая пчела в определенном возрасте имеет свой статус уже. То есть он должен что-то делать. Где-то кормить кормильцев, где-то чистить улики, где-то воду носить, где-то мед носить, где-то охрану делать. То есть в периоде с начала выхода и до конца жизни у каждой пчелы за период его возраста на нем есть обязанности. Он должен это выполнять. И этот порядок, такой же порядок, если будет каждый человек соблюдать в своей жизни, в быту, это не будет определенных этих. Но когда нету королевы, этой семье беспорядок. То есть все какой-то порядок идет оттуда. Единственные две, насколько я знаю, это пчелы и муравьи, где есть матриархат. Остальное патриархат. И там еще есть такой интересный момент. Ну, я здесь не буду, я как-то рассказывал про это, но все равно, разумеется, человек, если будет наблюдать за этими существами, он для себя очень много хорошего возьмет. Я, готовясь к этой программе, смотрела, как обстоят дела в различных странах. Мы уже ранее с вами, еще несколько лет назад, говорили о том, что в США массово погибают пчелы, они их покидают, что-то чувствуют, эти насекомые, видимо, они покидают их. В Европе на 20% сократилось количество пчел, но и в Китае уже перешли к тому, что вручную опыляются в некоторых провинциях деревья. Есть ли такой феномен у нас в регионе, что пчелы просто покидают ульи, они исчезают, потому как такое есть в других странах, что просто они исчезают, эти пчелы, они улетают и не возвращаются? У нас такие моменты наблюдались, но в небольших количествах. Есть моменты, где ближе к зиме, сегодня у тебя в семье полностью сидит семья, на второй день приходишь, там вообще пчел нету. Мед есть, все есть, пчел нету. Улетели куда-то, уехали, ушли, соскочили, скажем так. То есть ушли в небытие. Почему? Сейчас некоторые профессора говорят о том, что это на них плохо влияет нанопластик, то есть частицы нанопластика. Некоторые говорят, что на них плохо влияют эти телефоны, вышки, мышки, вот всякие эти, потому что они тоже сбивают. А некоторые говорят, что вот эти вышки плюс нанопластик, он взаимодействуется, за счет этого они теряют дисконтроль и начинают уже сбиваться, где-то они оседают или там умирают по-разному. То есть выводов много. Я считаю так, что семья, где очень, хотя она там, в принципе, если она меда нанесла, она здоровая семья, в принципе, здоровая семья. Если она улетает, то там может быть или из-за болезни, или из-за вируса, или из-за клеща, там, или элементарно вот этих вышек, там много факторов. Но в последнее время этот момент очень часто начал появляться повсеместно, по всему миру. То есть проблемы эти есть, и люди никак не могут понять, из-за чего. Я так думаю, что, скорее всего, повода для паники нет. По крайней мере, нет. Пока, да. Есть, конечно, предпосылки, что скоро что-то будет. Да, есть много факторов, которые отрицательно влияют на это все негативно. Да, все хуже, чем было, но не настолько, чтобы прям всю вину сваливать на какие-то внешние факторы. Скорее всего, вот эта вся паника, она идет от самих пчеловодов. Вот что-то не сделал пчеловод вовремя, допустим, не обработал, не вылечил своих пчел, они у него погибли. В основном пчеловоды даже не знают почему. Но другие пчеловоды хорошие, правильно, они все это видят. Правильные пчеловоды, у них пчелы не погибают. У них правильно мед, да? Да. А вот неправильные пчеловоды, если у них что-то
там случается на пасеке, они не говорят «я виноват». Они говорят, вот там антенны, там высоковольтные линии, сотовая связь, все что угодно, только не я, потому что я-то мой мед самый вкусный, самый полезный, а я самый правильный пчеловод. Но не могу я признать свою вину. Поэтому они сваливают на то, что вот это, вот то, там современные технологии. Хорошо, а если человек хочет стать пчеловодом, или же он неправильный пчеловод, и он сталкивается с проблемами, он может обратиться к вам, чтобы вы его обучили, дали ему советы и так далее? Конечно. Есть ли такая возможность помощи, наставничества, вот что сейчас очень много говорят о наставничестве? Потому как, да, я понимаю, это, конечно, конкуренция немного появляется для вас, но мне кажется, на всех хватит все-таки возможности. У меня до данного периода есть товарищ, который купил 2 семьи и со мной везде сейчас кочует. Он обучается. Он со мной и вечером кочует, и днем приходит, работает, смотрит, как я это делаю, для того, чтобы научиться. А есть пчеловоды, которые взяли пчел, дома поставили, ведро рядом поставили, пошли домой спать. Они думают, что через 2 дня ведро должно быть полным меда. Вот от таких пчеловодов очень много бед. И нормальные пчеловоды от них страдают. Поэтому эта проблема вся, которая у нас возникает, это возникает от, как бы сказать, от незнания тех, кто хочет начать заниматься пчеловодством. Если ты планируешь заняться пчеловодством, обязательно надо прочитать литературу, просмотреть правила видео в Ютубе, которые есть там, если у него хорошее восприятие видео, картинки, почитать книгу для начинающих пчеловодов, все это изучить и потом сделать. Да, я бы не сказал, что все так сложно. На самом деле сейчас у нас есть в республике очень много пчеловодческих групп. В разных социальных мессенджерах. Там в этих группах состоят профессиональные пчеловоды, которые с удовольствием подсказывают, что надо делать сегодня, что надо будет делать завтра, к чему надо готовиться. Нет такого, что пчеловод не имеет возможности к источникам знаний. Они открыты. Другой вопрос – не хотят, не делают. Проблема именно в том, что они не делают это, а не в том, что у них негде узнать, что им делать. Много очень, даже переизбыток этих групп у нас сегодня есть. Любой пчеловод рад объяснить начинающему, как и что и когда делать. Да он даже спрашивать не должен, он просто смотрит в группу, и там это обсуждается. Вот сейчас солнце выглянуло, скорее всего, одуванчик зацветет. Так, надо уже переезжать на одуванчик, надо уже расширять семью, готовьтесь. Он просто может смотреть и делать то, что там обсуждается. Так что не проблема, проблема не в этом. Лень. Создание вашей ассоциации вам помогло в вашей работе, потому как вы уже давно довольно-таки существуете? Я считаю так, что, хотя многие скажут, что я типа как председатель говорю, но именно ассоциация, которая была создана в Ингушетии, она очень помогла, потому что в первый же год, когда мы создали ассоциацию, мы провели первый же курс повышения квалификации для пчеловода на 30 человек, пригласили преподавателей с Казанского университета, аграрного университета. Они провели курс, по-моему, 5-дневный курс 72 или 132 часа, не помню сейчас точно. 5 дней или 7 дней мы там были, получили сертификаты по образованию. Там рассказывалось и о пчеловождении, и о болезни, и как все это делать. Вот первое, то, что мы сделали. А потом мы начали делать разные семинары. Помимо этого, мы, как ассоциация, представляем нашу республику в соседних регионах и по всей России. И были в зарубежах Баку, Турции, Белоруссии. Мы там тоже показывали, на каком хорошем уровне наше пчеловодство. Люди даже удивлялись, насколько у нас это все хорошо развито. Они же думают, что если где-то на Кавказе, то все какие-то не учат. Нет, здесь намного лучше развивается. Если посмотреть некоторые центральные части России, у нас пчеловодство, можно сказать, на очень хорошем уровне развития идет. Но вот эти всякие начинающие пчеловоды, которые не хотят учиться и хотят просто-напросто, сидя дома, получать доброкачественный мед, они вот портят очень сильно картину. И поэтому очень большая просьба ко всем начинающим пчеловодам обязательно прочитать литературу, обязательно просмотреть видео, некоторые, которые обучающие, войти в эти социальные группы, мессенджеры, которые есть, там послушать, вопрос задать, ответ получить.
Вот, например, вот Рашид, у нас очень опытный пчеловод, вот он в этой группе есть, вопрос задаст, ответит, любой человек ответит, потому что нам же, пчеловодам опытным, интересно, чтобы наш сосед-пчеловод имел базу, так как от него даже нам потом уже будет проблема с болезнями, с клещом. Если он вовремя обработал, если мы даже обработали, если он вовремя обработал, этот клещ перезаражается к нам обратно. Это целая проблема. Труд пропадает. Да. Я бы еще хотел заметить один момент. У меня очень большая просьба к аграриям, вот, сидя в телевидении, к всем аграриям нашей республики и соседней республики, которые у нас имеются. Работать благовременно. сообща. Работать сообща. Сообща работать, заблаговременно предупреждать, работать с химикатами более щадящими, менее вредными для людей и пчел, так как эти химикаты, которые обрабатываются, особенно первый, второй класс, они уходят в почву, через почву уходят в воду, в грунт. Эти воды мы пьем, обратно возникают раковые и другие болезни. Это доказано научно. В Европе эти средства, эти химикаты запрещены. Поэтому вот этих гербицидов, пестицидов в Китае уже нет пчел, потому что вся земля затравлена, все, что растет, это отрава, и пчела не выживает там, она просто-напросто травится там на месте. Вот чтобы этого не было у нас в России или во всем мире, где есть жизнь, есть люди, есть пчеловодство, есть другие направления, чтобы все люди обрабатывали теми химикатами, которые потом боком нам не выйдут. Можно добавить еще? Да. По поводу того, что какая польза, была ли польза от ассоциации? Да, была. Я думаю, в первую очередь для нашей республики самая большая польза была в том, что мы смогли открыть дверь из нашей республики. Мы увидели, как занимается пчеловождением вне нашей республики, более развитые регионы. Таким образом, мы их узнали, они узнали нас. Мы с Ломали 3 года обучались в Краснодаре на дегустацию меда, то есть гильдия медовых сомелье России. Это тоже через ассоциацию нашу. Если бы мы не сделали эту ассоциацию, мы бы не узнали даже, что есть такая гильдия, что есть такое место, где можно этому обучиться. После этого мы вошли в состав основной комиссии по дегустации меда на конкурсах меда России. Мы вошли в правление, в Союз пчеловодов России. Ломали наш председатель, даже там мы состоим в правлении. Есть еще такая организация Союз промышленных пчеловодов России. Я там являюсь председателем Ингушского регионального отделения. И мы узнали, как вообще, что делают другие люди, как проводить большие конкурсы, как проводить большие форумы. Кстати говоря, мы в этом году будем проводить в Ингушетии фестиваль кавказского меда. О. Эстафету мы взяли, да, и мы, иншаллах, будем проводить. А есть какие-то даты, сроки? Известно? Сейчас это все просто обговаривается, он чуть-чуть поторопился. Забежал вперед, да? Да. Раскрыл информацию. Да, обговаривается для того, чтобы провести, где как и будет, но, скорее всего, ближе к осени, потому что все пчеловоды уже будут более свободны. Подбираем место уже на плане этого, какое-то утверждение, этот проект идет. Я думаю, там в течение пару недель мы это уже будем точно знать. И у нас будет тоже фестиваль меда, как говорится, конкурс будет проходить кавказского меда. Вот. И по поводу, даже ты сейчас заметила, по пользу. Мы за счет ассоциации вышли на всероссийский и зарубежный рынок по меду в плане конкурсов. Мы показали, насколько у нас мед отличный. Мы уже его подняли на такой уровень, что когда идут конкурсы и центральной части, и других регионов России узнают, что там участвуют непосредственно вот с Кавказа, с Ингушетии, там Дагестан, Чечня, они говорят, там нам уже делать нечего, потому что они все забирают. Уже до такой степени бренд этот поднимается, то есть уровень качества меда, уровень пчеловодства, уровень знаний, люди уже знают, какой где мед. У нас в России здесь заказывать мед, потому что в конкурсах везде слышно первое место, второе место, третье место, Ингушетия, потом там, Чечня, один там, пример Дагестан. Чего. Мы, когда проводили конкурс меда России в Кемерово же было, да. даже, по самому элитному меду, номинация Липа, она в России представлена в 6 сортах, 6 видов липы есть.
Ингушетия, ну, тут получается, Ингушетия это, ну, вот точка, получается, мы Осетию чуть-чуть, часть, Чеченскую республику, ну, вот этот вот кусочек. Мы заняли первое место, второе место, третье место. А так как у нас есть доступ и посмотреть, что дальше, и четвертое место, и пятое, кроме шестого, седьмое и восьмое. И больше вас не приглашали, я так понимаю. Не-не, это мы приглашаем. Если бы нас можно было выгнать, нас уже давно прогнали бы. И, ну, он о чем говорит? Вот это самый элитный мед, все места, вот там была Чечня, Ингушетия, забрала это именно Липу полностью. Полностью Липу забрала. Они даже удивлялись. Башкирии там не было, Алтая там не было. Хотя Вот это этих. самые популярные. Да, да. Раскрученный бренд, просто имя. Там у некоторых, Башкирский, алтайский, краснодарский. у некоторых этих организаторов была истерика по этому поводу. Нас, башкирцы, сидят. Ну, что поделать. Кто забрал, тот забрал. Мы съели, да? Получилось так. И сейчас закончу мысль. Польза от этого. И так получилось, что за несколько лет, после того, как мы сделали организацию и вышли на международный контакт, кроме всего остального, мы наладили хорошо производство. У нас, точно можно сказать, лучшие улья в России. То есть нет ульев, которые лучше наших. Прицепы. У нас единственные прицепы в России с рессорно-балансированной подвеской. Нет ни одного производителя в России, который делает пчеловодческие прицепы на такой хорошей подвеске. Так что в плане производства, промышленности, в плане именно профессионального пчеловождения, во всех направлениях мы за несколько лет поднялись на 3 головы выше. Это замечательно. Вы знаете, у меня вопрос будет таких личных предпочтений, учитывая, что вы у нас сомелье, ну только халяльный сомелье, да? Мне интересно было бы спросить у Рашида Хамзатовича, какой ваш любимый мед и почему? Потому как разнообразие очень большое. Мой любимый мед. Да у меня весь мед любимый. Весь мед, но предпочтение липа и акация. Истинный пчеловод. Да, а у вас, Адам Алиханович? У меня побольше. Молочай. Молочай такой мед, Мы с вами в одной команде. да, который не допускают на конкурс меда. Почему? Потому что он шансов не оставляет другому меду. Поэтому мы сделали для него отдельную номинацию. Молочай соревнуется только с молочаем. Нет такого, что самое первое место. Я бы сделал такую-то 5 лучших или 5 предпочтений. Есть еще мед липа. Тут уже это несомненный такой фаворит тоже липа, особенно наша липа. Наша липа, она выделяется своей душистостью, ароматом, глубиной вкуса. Мне нравится еще василек. Его у нас мало, можно сказать, даже нет. Он больше на севере, но он настолько ароматный. То есть нет такого, что только у нас хороший мед, есть еще и там. Есть еще, я еще не все. Мы вас слушаем внимательно. Да. Есть еще Дягель. ягель, да, вот, семейство бобовых. У него свой там отдельный глубокий такой табачно-древесный, Дудники. ни с чем не сравнимый глубокий вкус. На столе должны стоять разные меды, если Меды. правильно. Потому что когда ты пробуешь всегда один мед, ты приедаешься, ну, если это слово применимо, то есть привыкаешь к этому вкусу, и это как варенье становится, как обычная сладость. А когда пробуешь разные, и каждый раз он по-новому раскрывается. Поэтому есть еще и... Так, Хамзат Ханармаладыр, а? Айланд. Айландовый. Айланд, да. В последнее время только с ним познакомился. Айландовый мед. Машалла. Очень Он у нас собирается, сейчас. Да, он Мы у нас просто нашли есть, места. очень вкусный. Так, 5 получается. Каштан. Молочай, Про каштан ты забыл еще. каштан, липа, василек, Айланд. дягель, айланд. Да, 6. 6 Акация. получается. Ну, вы Акация на любите любителя. мёд. Акация на любителя. Не, Акация на любителя. Есть Акация, да, у него Между свой прочим, он единственный- акация это диетический мед самый такой. противоаллергенный мед. Да, да, От акации аллергии не Он вызывает, потому что нету пыльцы.
Потрясающая информация для аллергиков, учитывая, что их он сейчас более, много. вот акация более подходит для сахарников, Вот, это вопрос, который я очень хотела задать. потому что там меньше, намного меньше сахарозы, Больше фруктозы. фруктозы и глюкозы. Но сахарозы меньше. То, что вот дает реакцию на сахар, там его меньше. Там глюкозы тоже мало. Он менее слаще, но он полезен. И он диетический считается. Акациевый. Да, акация. Там, знаете как, любой мед, он полезный. Но для диабетчиков в составе меда обычного очень много вещей, которые поднимают этот сахар. Ну, или опускает его, там, снижает. А в акации его очень мало, этих вещей. Элементов. Фруктозы мало. Именно фруктозы. Фруктозы больше. Фруктозы больше, сахарозы и глюкозы меньше, да. А второе место, по-моему, занимает гречичный мед. дальше уже что? Гречичный мед за счет сельскохозяйственной культуры, он уже в рейтинге падает. Потому что в сельскохозяйственной культуре там все равно присутствуют химикаты. Если бы он был бы дикоросом, он был бы даже на первом. Ну, По поводу полезности. Но как он является сельскохозяйственной культурой, он не на первом месте. Самый полезный на первом месте во всем мире считается горное разнотравие. Который очень популярный среди туристов, которые посещают нашу республику. Да. Горное это разнотравие, очень он популярно. богат аминокислотами, витаминами и редкими лечебными травами. То есть там уже эти травы есть, оттуда собирается нектар. Вторым идет по полезности, везде высвечивается липа, вот везде, в мировом рейтинге. И потом уже зависимость от региона, какой регион, что прочитаем. Например, возьмем арабские страны, там сидр, он не на первом месте. Вот мы там были, вот сидр, пробу сидр, там хав, там мангрув, там у них свои меда есть. Отсюда они вот любят забирать молочай, каштан, дягель, вот все темные меда, вот им нравятся. А вот светлые, вот акации, они не так любят. Липу, да, за счет сладкости любят. Вот, поэтому каждый регион предпочитает то, что у них намного больше растет, и то, что они привыкли кушать. Есть такое понятие «вкус детства». Что ты в детстве ел, в взрослой жизни, по-любому ты начинаешь кушать, оно тебе обратно напоминает, там, оно дает какие-то эмоции. Поэтому каждый в регионе есть свои предпочтения, но все равно в мировой практике это первыми идут по полезности. Это горное разнотравие, там луговое разнотравие, липа, каштан, молочай, там вот по таким обуванию идут. Гречка, за счет того, что он сельскохозяйственная культура, это на 10-м месте остается. А вы отметили только что вот любят забирать, вы сказали, говоря про арабские страны. У нас покупают мед, я так понимаю? Есть люди, которые поставляют там небольших партиях, потому что его очень много не бывает в таком количестве, которым они хотят. Но есть люди, которые поставляют, и они отдают предпочтение именно вот этим темным медам, насколько я знаю. Там был, спрашивал, интересовался, пока мы там дегустации проводили, там были тоже арабские дегустаторы, которые приходили обучаться. Вот. У нас как-то пытались наладить связь, Экспорт, да? экспорт, но ее на корне задушили просто-напросто. Ну, не будем говорить о печальном, как говорится, везде у кого-то есть свой косяк, но все равно печальная эта практика, но мы пытаемся этот контакт восстановить для того, чтобы у пчеловодов республики было место, куда сдавать этот мед объемами. Если это у нас получится, в республике пчеловоды будут качать больше меда, пытаться собирать больше меда для того, чтобы его продать. На данный момент у каждого пчеловода стоит задача такая: ты собираешь столько меда, сколько можешь продать. Лишний он это в подвале стоит. Понятно. А если у тебя будет реализация, все будут работать над тем, чтобы больше его собрать, потому что они знают, что он уйдет уже по хорошей цене, куда-то он уже будет, за него спрос есть. И там очень кропотливая работа, очень трудная работа, тем более за рубежом, но если посмотреть, в действительности это все реализуемо, будем работать в этом направлении. Если человек пойдет в пчеловодство и начнет какую-то работу делать, для него это доход. Для республики тоже плюс. Я как-то пытался поднять тему по поводу пакетного хозяйства, других направлений в пчеловодстве, чтобы деньги какие-то остались в республике, в экономике. Мы должны стараться в том направлении, чтобы у нас было производство, чтобы мы отдавали, и деньги входили сюда, а не уходили. Тогда только будет подниматься у нас состояние условий, экономического состояния республики.
социальные условия, все это будет подниматься. А так, пока мы буксуем, посмотрим, что будет. Ну, вот старейшие пасечники вспоминают, что раньше, когда сельское хозяйство, когда были колхозы и так далее, вот они сеяли те культуры, которые были также полезны и для них, и база была интересная, разнообразная, не приходилось так часто кочевать и так далее. Вот что вы можете сказать? Вот чего вы ожидаете от Минсельхоза, возможно, от хозяйств, чтобы они сеяли какие-то определенные культуры, или же засаживали, я не знаю, деревья, потому как происходит, да, посадка деревьев. Может, есть какие-то у вас предпочтения? Например, у меня была бы большая просьба к нашим непосредственно тем людям, которые сажают деревья. Они бы дали бы очень большую пользу, если бы они начали сажать дерево, называется Медоносные. медоносное. Но особенности Эводия Даниэль называется, медовое дерево. Одна из самых мощнейших медоносных деревьев. Круче, чем даже липа. И она цветет тогда, когда нету уже в конце лета нету другого медоноса, он дает хорошую базу меда. Вот именно такое дерево, там, не знаю, липу, съедобный каштан, вот именно вот эти направления, если бы они сажали бы, для пчеловодной республики было бы еще бывшая медоносная база, которой мы могли работать над которым. С Минсельхоз, как-то мы, давно это было, уже, бывшим нашим коллегам, с Байсигу Юсуповым, как-то ходили в Минсельхоз по поводу договориться для того, чтобы ближе к концу лета, это июль или август, сажали и выращивали гречку в больших объемах. Но в республике проблема в том, что гречку, помимо посадить, вырастить, ее надо еще сушить, собирать ее надо, потом ее реализовывать, и у нас это не налажено, как в некоторых местах. Если бы это наладили, очень многие люди сейчас сели на гречку. Эта гречка очень полезная. Если ее сажать, выращивать в чистом поле, без лишних химикатов, как полагается, более экологичного направления, и для пчел хороший мед, и для людей. То есть чем меньше там яда, тем он полезнее. Очень полезный мед, там масса витаминов. Плюс это была поддержка пчеловодства республики. В том плане, что именно гречка хорошо дает развитие, там меда хорошо дает полезного. Плюс ко всему он является как сидератом, он поле удобряет. То есть у него идет хорошее размягчение полей. То есть если человек должен как-то свое поле размягчить или там какие-то земли удобрить, если он сажает гречку, он дает азот и какие-то еще компоненты для земли, он дает мед для пчеловодов, для себя гречку реализовывает. То есть гречка тоже не дешевая, она хорошо уходит. Просто главное, надо найти место, где ее сушить, довести до товарного вида и потом продать. Еще есть такие медоносы, как фацелия. Он тоже является сидератом, но там только семена будут они собирать по перепродаже. Тоже делают хорошую землю, хорошо дает меда. Есть те аграрии, которые оставляют земли под парами для того, чтобы они как-то отдохнули. Если они за этот период смогут посадить эти медоносы, я думаю, даже пчеловоды будут готовы им помочь в этом направлении, даже семенами. Но вот такие поля, которые лежат под этими парами, если посадить именно эту фацелию, она очень хорошо разрыхляет землю за счет своих корней, обогащает ее азотом и витаминами, всякими элементами, которые должны быть в почве. И плюс еще дает хороший мед. Да. После того, как мед уже, то есть соцветие закончилось, если ему, этому аграрию не нужно больше в этом поле, соцветие закончилось, он может собрать семена продать, там не дешевые семена, он может их продать с комбайном, потом измельчить землю, она будет как будто там выкинуто очень много компоста, то есть в такой степени она полезная. То есть я бы попросил бы этих наших аграрий тоже над этим подумать, помочь взаимо, чтобы это у нас было. И я так думаю, что любой пчеловод, который стоял на этом поле, будет рад отдать хорошую такую банку меда, каждый пчеловод, этому аграрию. У него будет мед, у него семена, у него все будет, у нас тоже будет мед. Я так думаю, что все должно быть взаимно в этой жизни. Да, давайте жить дружно. Во. Самая важная фраза для нас. У нас в средний возраст в России у пчеловодов он стремительно растет по статистике. Вот мне интересно, а молодежь у нас в регионе, она идет в пчеловоды или же это все-таки люди старше? Очень много.
У нас, начиная с 20 лет, уже есть в данной республике пчеловоды, которые кочуют с нами 20, 25, 27, 30 лет. радостно Очень слышать. много у нас, которые именно как специализацию взяли. Есть пчеловоды, которые обучились в нашем в Цуровском колледже, они закончили профессию, и они сейчас тоже пасеки свои делают, на промышленное направление хотят выйти тоже, обучались 1 год, учились там. Вот, то есть у нас молодежь пытается вот, в пчеловодство выйти. Если бы у нас, вот я говорю, это сельское хозяйство, у нас вся проблема в малоземелье. Если бы у нас были бы такие территории, как сибирская части, там, там окраинах России, которые там большие там, земли лежат, то промышленное хозяйство, пчеловодство у нас было бы очень сильно развито. У нас за малоземелье это не вариант очень большие пасеки держать, потому что нету очень скудная медоносная база. Плюс к этому, хорошо я вспомнил, у нас за счет скудной медоносной базы в это время нам приходится уходить в горы. А в последнее время у нас очень щепетильно стоит вопрос нашими с горными медоносами. Там по определенным направлениям там идут ограничения. У меня была бы большая просьба к нашим руководствам как-то нам помочь в том, чтобы не препятствовать посещению наших горных районов для добычи экологичного, чистого, элитного меда горного, как липу, так и разнотравье. На всех местах конкурса, где мы побеждали места, брали места, у нас это были меда, которые собирались именно в нашей горной части республики. Там очень хорошая атмосфера, там именно в летнюю жару, где в равнине дышать нечем, там как раз пчела себя чувствует очень комфортно в то время. Там бывает разнотравье, очень хорошие, полезные, которые имеют очень много разных полезных сортов трав, которые неизвестны, даже некоторые неизвестны еще миру. Липа, которая очень элитная, которая дает очень ароматный мед. Поэтому нам бы сейчас помочь с тем, чтобы мы могли посещать наши эти горные районы в связи с тем, что очень скудная медоносная база, малоземелье и пчеловодство развиться негде. То есть у нас это очень большая насущная проблема. Вот все это в комплексе. Если сезон разделить на 3 части, первые 2 части проходят у нас либо в низменности, либо предгорье. 3-я часть, основная, где идет главный взяток медовый и главное развитие на следующий год, это горная часть. Если мы туда не попадаем, то у нас, во-первых, не бывает меда, второе, у нас не бывает развития, и на следующий год у нас перспективы тоже нет. Поэтому очень важно нам туда попасть. Будем надеяться, что этот вопрос решится в пользу наших пчеловодов. По поводу возраста пчеловодов. Я когда начинал пчеловодство, это был 2010 год, 16 лет назад, подошел к этому вопросу профессионально. То есть сразу стал профессиональным пчеловодом. То есть взял такую планку и начал путь к стремлению именно профессионального пчеловождения. Поэтому сразу купил себе прицеп, поэтому сразу с Ломали поехал, ну не сразу, но потом уже поехал обучаться на дегустатора меда. Создали мы ассоциацию пчеловодов Республики Ингушетия. Тогда, когда я начинал пчеловодство, пчеловоды были такие, ну, преклонный возраст, можно сказать, такой, старики, аксакалы. Сейчас, если посмотреть, пчеловодством занимаются уже не только молодые, но более уже продвинутые. То есть люди, которые в технологиях разбираются, которые мобильные, понимают, и у них есть стремление. То есть это не только хобби, это не только способ занять себя чем-то на пенсии. Это непосредственно профессия. Очень много молодых ребят, к нашей радости, альхамдулилlah, занимаются пчеловодством в раннем возрасте. Это сложный и благородный труд, как мы не раз уже говорили. Вы дополните, Рашид Хамзатович? Что я могу дополнить? Молодежь тянется. Плюс к тому же еще и женщина у нас, пчеловода есть. Да. Вы как-то скептически Я просто знаю одну нашу боевую женщину, которая 10 мужчин стоит. Очень хороший пример для нас, мужчин,
которые ленятся, которые в прекрасно. момент трудности начинают проявлять какую-то слабость. А она наш, как Паровоз. с факелом идет впереди, мы на нее смотрим, ай, молодец, я Боевой тоже товарищ. могу, значит. Это прекрасно. Вам спасибо за вашу передачу, за то, что вы дали нам Возможность. возможность как-то высказать свои проблемы, обсудить именно вот ту насущную проблему, которая возникает у многих потребителей меда, у многих тех, кто собирает мед. С вашей помощью, я думаю, наше население будет более уже информировано о том, какой желательно, какой нежелательно. Это все вот взаимно польза, которая идет от вас и от нас, она будет приносить свои плоды, я так думаю. Поэтому Аллах рясхал, дай Аллах вам всем здоровья. Благодарю вас за то, что пришли к нам в эту студию. Как вы отметили, вот польза, полезный мед, и мы сегодня постарались быть полезными для наших телезрителей. Я надеюсь, что эта программа, призывы, которые вы озвучили, будут полезны для вашей работы. Я вас благодарю за это, вашу сложную, трудную работу, которую вы реализуете. Но всегда хочу отметить тот факт, что у вас работа, вот общаясь с вами, она организована. Как и у ваших подопечных, вот есть какая-то своя иерархия, есть труд, есть такое вот увлечение, как и у ваших пчел. Благодарю вас еще раз. Аллах рясхал. Уважаемые телезрители, это была программа «Актуальное интервью». Сегодня мы говорили о пчеловодстве в Ингушетии. Старайтесь выбирать лучший мед. Я вас благодарю за то, что были с нами, и до новых встреч в эфире.